Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Один из уважаемых братьев отправил мне одно видео. Когда я увидел это видео, я удивился, что многие в основах вероубеждения, которые являются очень важными, что различает между мусульманином и кафиром, это такая тема, которую даже ребенок может понять, так как Всевышний Аллах это вероубеждение разъяснил очень легко для людей. Но, к сожалению, спящего можно разбудить. А тот, кто притворяется спящим, то как его разбудить? Это очень сложно. Так давайте же посмотрим, что за важные слова, которые мы должны перенять от этого мальчика. Акида, то есть вероубеждение, очень легкий для того, кто хочет его понять. Этот мальчик начинает разговор. Он говорит, что шариат – это закон и руководство Аллаха. И он хочет сказать, то есть объяснить, что есть законы людские, и есть закон и шариат Аллаха. Когда мы говорим, что мы мусульмане, мы должны быть полностью покорными шариату Аллаха, и только его шариату. То есть, когда мы говорим, что мы поклоняемся одному единому Аллаху, то мы должны поклоняться одному Аллаху и должны руководствоваться только его шариатом и отвергать другие законы. Вы спрашиваете у людей, если скоро будут выборы президента, то за кого вы пойдете голосовать? Этот мальчик говорит, в чем же сложность того, что мы идем голосовать на выборы? За секуляристские и демократические законы. Так давайте посмотрим, как понимает все это этот мальчик. И что он говорит. Он говорит, что по нашему вероубеждению, то есть по Корану и Сунне, участие в этих выборах является ширком. Почему? Участие в этих выборах является ширком. Почему? И говорит, что кто будет участвовать на этих выборах, тот станет кафиром. Почему он становится неверующим? И почему это ширк? Посмотри, как один ребенок понимает правильно ислам, и что он говорит. Так он говорит, что у мувахидов, то есть единобожников, он становится неверующим. Он впадает в ширк, то есть тот, кто участвует в выборах, которые будут правиться по секуляристским и демократическим законам. Мальчик говорит, что хочет разъяснить подробно, почему такой становится мушриком и впадает в неверие. У него же должны быть доводы на это. Он говорит, сейчас я вам приведу пример, посмотрите, как мальчик внятно понимает эту тему. К примеру, мы читаем намаз, и это поклонение мы должны посвящать только одному Аллаху. И тот, кто будет поклоняться иному и делать ему земной поклон, тот становится неверующим или нет? То есть один человек начал делать руку и земной поклон творениям. Он становится кафиром или нет? Конечно, он становится кафиром. То есть этот человек совершил ширк, поклонение, которое должно быть посвящено только Аллаху, он посвятил творению и стал мушриком, и его называют кафиром, то есть неверующим. Говорит, я хочу вам разъяснить еще один вопрос. К примеру, есть слово хамд, то есть восхваление. И если кто-то скажет, что хамд, то есть восхваление, это только по отношению к Аллаху. Хвала Аллаху Господу миров, как сказал Аллах в Коране. Он говорит, что хамд, я говорю Аллаху и также своему отцу.
Этот человек приобщил ли сотоварища Аллаху или нет? Вы посмотрите, к нему подошла какая-то девушка и начинает говорить, что какой-то ребенок нас учит религии и шариату. То есть посмотрите, какой у нее характер ужасный, секуляристский. То есть он говорит, что вся хвала принадлежит Аллаху, как Аллах сказал в Коране. Воздавать хвалу только Аллаху. Кому? Только Аллаху. Я воздаю хвалу и своему Отцу, и Аллаху. Разве он не приобщил Аллаху сотоварища? Правильно, приобщил. Allah diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha suresinde söylüyor bunu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah eğer Türkiye bu çocukları bu hale getirdiyse gerisini de Recep Tayyip Erdoğan düşünsün. Allah bu hakkı kendinde olduğunu söylüyor abi. Bu hak dedik ki Allah'a olan. Посмотрите на нрав мальчика, который не стал внимать словам девушки и не стал спорить с ней, так как она не желает истины, а лишь хочет сказать свое. А журналист, который задал вопрос, он желает истину, так как внимательно слушает и внимает его словам. Хвала Аллаху Господу миров, как сказал Аллах в Коране. Так человек, который дает хвалу Аллаху и своему Отцу, мы не говорим, что он не становится мушриком. Мы говорим, что он приобщил Аллаху сотоварища, и он стал неверующим, так как он качество Аллаха придал творению. Bir vasfı Allah'tan başkasına veren bir insan kafir olur dedik ya. Şimdi gelelim hüküme konusuna bak. Говорит, давайте поговорим о хукме. То есть он сделал земной поклон не Аллаху и стал кафиром. То это все принимают. И то, что некий дал качество Аллаху своему Отцу, также стал кафиром. То это также все принимают. Так давайте поговорим о хукме. Allah diyor ki Kur'an'da Allah Yusuf suresi 40'ta diyor ki İnnel hukmu illa lillah. Аллах Свят Он и Велик говорит в суре Юсуфе алейхиссалям: «Инил хукму» нет хукма, кроме законов Аллаха. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Devamında ise diyor ki o kendisinden başka kimse. И в продолжении аята Аллах говорит, что если правление принадлежит Аллаху, то и все поклонение должно быть посвящено только Аллаху, так как хукм это также поклонение. Субханаллах. Посмотрите, как этот мальчик внятно понимает Коран. Но старики, которые стали седыми в исламе и около еды, не понимают даже крошку из того, что он говорит. И даже не хотят понимать. İbadet etmemenizi emretti. İlk önce hüküm kelimesini söylüyor, sonra ibadeti vurgu yapıyor. Demek ki anlıyor. Он говорит, посмотрите, Всевышний в священном аяте сказал, что хукм – это поклонение. И от этого можно понять, что хукм – это и есть выносить законы. Это один из видов поклонения. Hüküm ibadettir, tamam mı abi? Başka Kehf suresi 26. ayette Allah diyor ki وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Allah hükmünde kimseyi ortak kabul etmez. Он говорит, в другом суре Аллах говорит, «Ла юшрик фи хукмихи ахада». Аллах в своем хукме не берет никого в сотоварищи. Отсюда становится ясным, что хукм – это поклонение, и это качество одного лишь Аллаха. Allah bazı ayetlerinde de hüküm hep hüküm diyor, ibadeti kendisinde olduğunu söylüyor. Hüküm bir ibadettir. Так посмотрите, что хукм принадлежит только Аллаху, и тот, кто читал намаз не Аллаху, воздал хвалу не Аллаху, стал кафиром, то тот, кто принимает законы не Аллаха, разве не становится кафиром? Однозначно становится кафиром. Dedik ki nasıl ki namazı Allah'tan başkasına bir insan kılarsa, hamd Allah'tan başkasına bir kişi verirse kafir olur dedik. Hüküm ne? Allah ibadet diyor. Biz hakimiyet, hüküm hakkını alıp beşere verdiğimiz zaman bize bu. И говорит, когда вы, если кто-то совершит намаз иному помимо Аллаха, говорите, стал кафиром и мушриком. Если воздал хвалу помимо Аллаха, говорите, стал кафиром и мушриком. И говорит, когда правление дал помимо Аллаха, и разве он не попадает под этот аят и не становится кафиром? Конечно, будет кафиром. Göre kafir olmuş olmuyor muyuz sizce? Mesela Tevbe suresi 31'de Allah diyor ki onlar Allah'ı bırakıp da din bilginleri. Говорит Всевышний Аллах в суре Ат-Тауба, сказал, иудеи и христиане почему стали кафирами? Они взяли господами помимо Аллаха своих первосвященников, монахов и Иисуса сына Марьяма. Хорошо. Друзья, этот юноша из Турции, когда он говорит и разъясняет таухид в законодательстве,
И тут мы с вами дошли до той части, что этот юноша сказал. Всевышний Аллах говорит, почему иудеи и христиане стали кафирами? Из-за того, что они признали господами помимо Аллаха, своих первосвященников и монахов. Арбаб – это множественное число слова «раб» – «Господь». То есть они взяли их господами. Хорошо. Abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Peygamber bu ayeti okuduğu zaman Adi bin Hatem diye birisi var, gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onları Rab edinmedik ki. Allah Resulü de diyor ki onlar Allah'ın helalini haram, haramını da helal yaptılar. Говорит Ади ибн Хатим, да будет доволен им Аллах, когда был около посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «О посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этот аят Корана говорит, что вы взяли своих первосвященников, монахов и предводителей, сделали эти иудеи и христиане. Что сделали? Они сделали их господами». И он сказал: «Мы же не поклонялись им». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в ответ сказал: «Они дозволяли то, чего запретил Аллах, и вы подчинялись им. Это и есть поклонение им. И это поклонение в законодательстве». Siz de onlara uydunuz, itaat ettiniz. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir. Şimdi bu ayeti, bu hadisi getirelim. Говорит, давайте на этот аят Корана посмотрим в сегодняшнем веке. Давайте в сегодняшнем веке посмотрим этот аят Корана. Yöneticiler Allah'ın helalini haram, haramını И он говорит, что эти правители секулярических и демократических государств, они сделали дозволенным то, что запретно, и запретили то, что дозволено. То есть то, что сделали священники и монахи. То, что сделали священники и монахи, они делают то же самое. zina haram. Bugün 18 yaşından sonra kendi И он говорит, например, зина в Коране запретна. Но сегодня эти правители что сделали? Сказали, когда тебе будет 18, можешь свободно делать прелюбодеяние. То есть имеешь право делать зина. hür iradenle 18 yaşına kimliğine zina edebilirsin. 18 yaşından sonra mesela içki Говорит, например, в шариате Аллаха, в божественном законе спиртное харам, но haram Allah'ın kanunlarına göre. Bugün baktığı zaman sistemde helal. Bu ayeti kıyasladığımız zaman и говорит, спиртное харам. Но в сегодняшних законах спиртное дозволено. То есть любой может пойти и выпить спиртное. И каждый, кто выбирает этих правителей, попадает под этот аят Корана. Когда они говорят, прелюбодеяние дозволено, делайте, спиртное пейте, и они их выбирают. Разве они не поклоняются им? bunları destekleyenler bunlara ibadet etmiş olmuyorlar mı? 44'te diyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Хорошо. Те, кто подчиняется им, они им поклонились или нет? Если хукм поклонения, тогда они поклонились им в правлении. И Всевышний Аллах говорит тебе, которые вносят решения не по Корану и Сунне, то они являются неверующими. Firun, her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri. Şimdi sen bu ayetten ne anlıyorsun abi? Allah И из этого аята что ты понимаешь? Он говорит, что Аллах свят, Он и велик, говорит. Те, которые выносят решение не по моему решению. Кем он является? Он является кафиром. ben hükmümle hükmetmeyen kafirdir mesela. Sen bu ayetten ne anlıyorsun? Allah'ın hükmüyle yönetmeyenler ve bunlara destek И из этого аята что мы понимаем? То, что каждый, который не выносит решения по шариату, и кто следует за ними, являются мушриками, сделал их сотоварищами Аллаху. Тот стал кафиром, а те, кто их выбирает, сделал его сотоварищем Аллаху. verenler bunlar zaten şirk içindedir. Çünkü bak dedik ki namazı Allah'tan başkasına kılan kafir olur. Говорит, мы же сказали, что если сделать намаз кому-то помимо Аллаха, если молиться помимо Аллаха, становится кафиром. Вот когда правление также хукм, что хукм, как сказал наш Господь, это поклонение. Вот те, кто подчиняется в правлении другим помимо Аллаха, то это подобно намазу. Hüküm de Allah kendisi söylüyor. Hüküm ibadettir diyor. Hükmü Allah'tan başkasına veren nasıl kafir olur? И вот, как можно выбрать кого-то помимо Аллаха в правлении? Почему он не становится кафиром этим аятом? Olmaz ki bu ayetlere göre. Конечно, станет кафиром.
Например, когда человек становится мусульманином, Аллах что говорит? То есть, если кто-то хочет стать мусульманином, что говорит Аллах в Священном Коране? Rabbi sana söyleyeyim. Müslüman olman için bazı toplumlar diyor kelime-i şehadet. Некоторые люди говорят, когда ты хочешь стать мусульманином, ты должен произнести 2 свидетельства, совершать намаз и поститься. Getir namaz kıl, oruç tut. Bunlarla yetmez abi. Bunlarla yetmez. Этого недостаточно. Для того, чтобы ты стал мусульманином, только произнести свидетельство, читать намаз и поститься. Этого недостаточно. Даже если тебя зовут Мухаммад, или даже если 100 раз поедешь в хадж, Ondan sonra ne bileyim kendini dört dörtlük Müslüman zannet. Bunlar и ты думаешь, что я мусульманин, говорит, это тебя не спасает. Почему? kurtarmaz. Allah ne diyor Müslüman olmak için? Bakara suresi 256'da diyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ. Her kim tağut. И говорит, Аллах Свят Он и Велик сказал, если ты хочешь стать мусульманином, в первую очередь ты должен проявить неверие в Тагута, то есть, чтобы ты отверг лжебожеств. Ла иляха, илях, тот, кому поклоняются и подчиняются его законам. Ты должен сказать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и в первую очередь ты должен проявить неверие в Тагута. İnkar eder ve Allah'a iman ederse. İlk önce inkar diyor sonra iman diyor. Yani inkar etmeden Müslüman olamıyoruz. То есть Аллах говорит, в первую очередь человек должен отречься. От чего отречься? Почему? К чему проявить неверие? В первую очередь, чтобы ты проявил неверие в тагутов, и потом ты станешь мусульманином. Так давайте посмотрим, что такое тагут. Tağut nedir? Hiç duydunuz mu? Onu inkar etmediğimiz zaman Müslüman olamayacağımız bir şeyi bilmiyorsak, biz nasıl Müslüman olalım ki abi? Говорит тагут, которому мы должны проявить неверие, и без него наш ислам не будет правильным. Что это? Говорит, позволь мне, я коротко тебе объясню значение тагута. Sana açıklayayım. Tağut lügat manası olarak haddi aşmak, azmak, belirlenmiş sınırı geçmek. Тагут подобно тому, кто переходит границы, проявляет неповиновение. И в шариате шайтана и колдунов говорят тагут. Şeria manası ise şeytan, kahin, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen. И далее говорит, шайтан, колдун, прорицатель и правители, то есть те, которые являются правителями, президентами каких-то государств и не выносят решения по шариату. Все они кем являются? Являются тагутами. Yöneticiler, tağut budur. Mesela örneğin ben senin evine gelsem, senin eşyalarını Например, ты пришел к себе домой, и в твоем доме кто-то изменил что-то, в чем ты не согласен. Что ты сделаешь? istemediğim bir şekilde dağıtsam, ben senin evinde haddimi aşar mıyım? Если, например, я приду к тебе домой и изменю то, что в твоем доме, и разве я не перешел границы дозволенного в отношении твоих прав? Да, я перешел. Haddimi aşarım. Dünya da Allah'ınsa И вот когда этот мир, все это принадлежит Аллаху, и когда они выносят решение не по шариату Аллаха, изменяют шариат Аллаха, они переходят границы дозволенного Аллахом. И вот, дорогие друзья, вы поняли, что этот юноша хотел для нас всех объяснить, что, брат, дорогой друг, если вы хотите быть хорошими мусульманами, истинными мусульманами, правильными мусульманами, должны знать таухид, единобожие в хукме. И главная проблема то, что, к сожалению, вот такие убеждения и таухид в хукме, это во многих местах даже не учат, и во многих странах это запрещают. И в конце концов, кто имеет убеждения к Корану и Сунне, ему вешают ярлыки: ты ваххабист, ты хариджит, ты такой-то и такой-то, ты террорист и тому подобное. И поэтому правильная акида очень легкая. И эта акида делает человека мусульманином. То, чтобы ты в первую очередь стал кафиром в тагута. И проявление неверия в тагута будет тогда, когда тем, кто выносит решения против законов Аллаха, чтобы мы не участвовали в его выборах и не голосовали там. Почему? Потому что кто будет голосовать, в действительности проявляет веру в тагута. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пусть Всевышний Аллах одарит нас таким же убеждением, подобно этому юноше, который понял Коран правильно. И пусть Аллах даст нам такое вероубеждение,